утро. На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре вторник, 25 апреля. Сегодня в нашей республике большой праздник – День чувашского языка. 25 апреля, 175 лет назад, родился создатель современной чувашской письменности Иван Яковлевич Яковлев. По традиции, с утра в Чебоксарах пройдет возложение цветов к памятнику Ивану Яковлеву. Также дань памяти великому чувашскому просветителю отдадут в Москве и в Санкт-Петербурге. Например, в северной столице, в храме Рождества Христова на Песках, пройдет торжественная служба. В ней примут участие представители чувашского землячества. Кроме этого, завтра запланировано проведение всечувашского диктанта. Присоединиться к образовательной акции может любой желающий. Республика готовится к празднику весны и труда. Жители Чувашии ждут концерты, интерактивные площадки, мастер-классы и выставки. Всего же в рамках празднования запланировано около 600 культурных мероприятий. Об этом стало известно на совещании в Доме правительства. В Чебоксарах, например, праздник проведут на 5 площадках города. Так, в этнокомплексе «Амазония» запланирован праздничный концерт «1 мая шагает по планете». Там же состоится церемония чествования трудовых династий Чувашии. Кроме этого, мероприятия будут проходить на площадке перед ДК «Салют». Жители юго-западного района приглашают на яркое гуляние с выступлением творческих коллективов ДК. А на площадке перед ДК имени Хузангая мероприятия начнутся в 16 часов. Здесь же состоится фестиваль живой музыки «1 онлайн». В Великом Новгороде подвели итоги 3-го всероссийского конкурса «Учимся выбирать». Организатором выступил Российский фонд свободных выборов при поддержке ЦИК России. Победителей наградила председатель Центра избиркома страны Элла Памфилова. В заключительном этапе конкурса участвовали 56 человек из 33 регионов страны. Кстати, самому молодому финалисту всего 16 лет. В число 7 победителей вошла и Ангелина Потапова, председатель молодежной избирательной комиссии Чувашии. Проект девушки «Образовательный интенсив про-выбора» был признан лучшим в сфере избирательного права и процесса. Сегодня православные отмечают Радоницу – день особого поминовения усопших. По традиции в этот день посещают кладбища и молятся за тех, кого уже нет рядом. В связи с этим будет увеличено число автобусов от Чебоксар к основным городским кладбищам в Яушах и Карачурах. Например, на муниципальный маршрут номер 30 выйдут более 10 автобусов малого класса и 4 среднего. Интервалы между рейсами сократятся, а время работы общественного транспорта, наоборот, увеличится. С наступлением весны сезонные болезни все чаще дают о себе знать. Для избежания простуды специалисты рекомендуют добавлять в рацион морепродукты, которые богаты комплексом витаминов и микроэлементов. В рыбе содержится огромное количество легкоусвояемого белка. К тому же она богата магнием, фосфором, витамином D и омега-3. А еще морские дары не теряют всех этих свойств даже при длительном хранении. На выставке представлено более 35 видов морских обитателей. Белорыбица, палтус, нерка, кижуч, белуга, тунец, омуль и царица лососевых – чавыча. Продегустировать и запастись витаминами можно в МТВ-центре на 5-м этаже до 29 апреля включительно. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».